Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. Девочку с целиакией и аутизмом не выпускают на родину в Турцию. Мать, гражданка Туркменистана, просит помощи у президента. Кажется, государственная миграционная служба Туркменистана существует для того, чтобы любую миграцию запретить. Если попасть в страну сложно, то выехать из нее и вовсе равно чуду. Каждый год вводят все больше правил и ограничений. Но некоторых людей делают невыездными и без правил. Просто в аэропорту не пускают на рейс и отправляют в разные инстанции. Так случилось с гражданкой Туркменистана Зульфией Каджир, которая должна была вылететь в Турцию. Зульфия прожила там 11 лет, вышла замуж за гражданина Турции Ахмеда Сефа Каджира, у них родилась дочь Сена Каджир. 5 июля минувшего года Зульфия с дочерью прилетели в Туркменистан, чтобы поменять паспорта и взять фамилию мужа, а также повидаться с родными. Паспорта поменяли, Ахмед взял жене и дочери обратные билеты на 18 сентября. Однако в аэропорту женщину и девочку без объяснения причин не пропустили на рейс. Зульфие лишь посоветовали обратиться в миграционную службу по месту жительства родных, у которых они остановились на время. Но там женщине даже не смогли объяснить, что за проблема, и тем более не сказали, как ее можно решить. Зульфию перенаправили в головной офис миграционной службы в Ашхабаде, куда она обратилась с прошением. На сей раз ей ответили: вам временно запрещен выезд из Туркменистана, однако по какой причине и на какой срок, а также как снова стать выездной, ничего из этого женщине объяснить не удосужились. Зульфия начала бороться за их с дочкой право вернуться к мужу и отцу, а также за здоровье Сены, ведь у нее есть особенности здоровья, целиакия и аутизм. Целиакия – это непереносимость глютена, когда нельзя есть обычный хлеб, макароны, выпечку, разного рода соусные заправки и много еще всего. Даже небольшое количество глютена может вызвать воспаление кишечника, поэтому для Сены нужно отдельно готовить еду и внимательно относиться к составу уже готовых блюд. Все это Зульфия делала для дочери в Турции, но в Туркменистане у нее нет этой возможности. Женщина с дочкой остановилась у родных и не может отвечать за всю готовку. Не говоря уже о том, что в Туркменистане сложно, если не невозможно, найти безглютеновые продукты, к которым Сена привыкла дома. В результате девочке уже дважды становилось плохо, потому что она съедала что-то не то, а стресс из-за длительной разлуки с отцом и домом может вовсе обострить заболевание. Стресс противопоказан также и при неврологических особенностях Сены. Ребенку с аутизмом обычно нужен устойчивый распорядок дня, свой уголок, возможность дозировать общение с людьми, а также звуки и свет. Все это совершенно невозможно в чужом доме и может провоцировать нервные срывы. Зульфия начала обращаться во всевозможные инстанции, отправляла телеграммы президенту Сердару Бердымухамедову, но ей не давали содержательного ответа, а главное, не помогали изменить ситуацию. Женщина дошла до отчаяния и пытается достучаться до главы государства в ТикТок. Здравствуйте. Обращаюсь к уважаемому президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову Гурбангулыевичу. В видео она обнимает дочь, ее голос дрожит от слез. Зульфия обращается уже не с просьбой, а с мольбой помочь их семье. Пожалуйста, прошу вас, помогите мне. Дайте мне разрешение на выезд. У меня дочка, гражданка Турции. У нее болезнь целиакии, у нее аутизм. Пожалуйста. Она должна была в этом году пойти в 1 класс, но мы не смогли выехать, и поэтому остались здесь. 2 раза ей было плохо. Я здесь не могу за ее диетой следить, так как здесь нет безглютеновой продукции, которую она ест, и дом не мой. Я здесь везде писала, муж в Турции, обращался в туркменское посольство и в Министерство иностранных дел. Мы везде писали, но ничего не добиваемся. Поэтому нам пришлось снять это видео. Пожалуйста, прошу вас, помогите нам, дайте нам разрешение. Дочка плачет, домой хочет. Пожалуйста, прошу вас, помогите. В своем обращении женщина также упоминает, что и другие члены ее семьи в Туркменистане годами не могут выехать за границу. 75-летняя мать Зульфии родилась в России. Она надеется успеть последний раз повидать тамошних родственников, и ей тоже нужно разрешение на выезд. В Туркменистане социальные сети
превратились в своего рода президентскую почту. Посылая письма в разные инстанции и по самым разным вопросам, от незаконного лишения работы до просьб в расследовании гибели близких, граждане не получают адекватных ответов, их проблемы не решаются. При фактической бесполезности десятков министерств и ведомств, люди обращаются к президенту напрямую через TikTok, надеясь, что информация до него дойдет хоть так, и он поможет решить их проблему. У вас есть что рассказать? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем полную анонимность. А если вам нравится наша работа, поддержите нас, становитесь нашим спонсором.